Guten Tag, liebe Schüler. Ich hoffe, dass wir heute fleißig arbeiten werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Здравствуйте, дорогие ребята! Немецкий язык, 3 класс, учитель Джунушалиева Джбара Тогзбаевна. Wir haben heute ungewöhnliche Stunde. Wir beginnen unsere Stunde. Unser Thema heißt Essen und Trinken. Oder was magst du? Ребята, наша тема называется Essen und Trinken oder was magst du? Цель – знать лексический материал по теме Essen und Trinken, развивать мышление, зрительную и слуховую память, воспитывать культуру питания учащихся и положительное отношение к коммуникативной деятельности на уроке. Ребята, прочитаем с вами поговорку. Milch und Brot machen Wangen rot. Молоко и хлеб делают щеки красными. Gut, wir wiederholen die neuen Wörter. Der Brötchen, der Kohl, eine Tafel Schokolade, der Kuchen, der Kaffee, die Milch, der Pilz, der Kakao, das Brot. Следующие слова. Der Käse, der Zucker, die Kartoffel, das Ei, die Mohrrübe, die Zwiebel, das Eis, die Tomate, die Butter, die Gurke. Ребята, составим из этих данных букв слова. Например, вы здесь видите вот эти буквы, да? Давайте с вами быстренько повторим эти буквы. Первая. Какая буква? У, З, Ц, Р, Ц, К. Какое слово можно составить из данных букв? Первое, вы здесь видите. Цукер. ЦК читается как удвоенное К. Цукер. Следующее слово. С и Какое слово можно составить из этих букв? И в немецком языке читается как Ай. Значит, читаем Айс. Следующее. Т, Ц, Х, Ö, Р, Б, Н, Какое слово можно составить из данных букв? Brötchen. Здесь вы видите буквосочетание ЦХ, которое читается как Х. Х. Brötchen. Так, остальные вы сделаете дома. Это будет домашнее задание. Следующее. То же самое, как в первой таблице. Отсюда тоже нужно составлять из данных букв слова. Так, ребята, в немецком языке есть артикли. Der – артикль мужского рода, die – артикль женского рода, das – артикль среднего рода, die – артикль множественного числа. Для чего нам нужны эти артикли? Для того, чтобы определить род существительного. Например, в немецком языке есть артикли
это определенные артикли. Der – артикль мужского рода. Die – артикль женского рода. Das – артикль среднего рода. Die – артикль множественного числа. Для чего нам нужны эти артикли? Для того, чтобы определить род существительного. Например, der Käse. Der Käse. Сыр. Мужской род. Die Gurke. Die Gurke. Das Ei. Das Ei. Oder die Eier. Die Eier. Переводится как яйца. Во множественном числе. Ребята, давайте с вами найдем 7 существительных женского рода. Как я уже ранее говорила, женский род, все существительные женского рода начинаются с артикля die. Посмотрите предыдущие существительные, с какого артикля они начинаются. Это тоже будет домашнее задание. Например, вот смотрите. M-O-H-R-R-U-B-E. Читается как морюбе. Посмотрите, к какому роду относится это существительное. Следующее. Найти 10 существительных мужского и среднего рода. Например, как я уже ранее говорила, мужской род начинается с артикля der. Der Kuchen. Der Kuchen. Kuchen. Средний род давайте попробуем с вами найти. Например, das Eis. Das Eis. Есть, да? Вы здесь найдете слова, которые относятся к существительному роду и среднему. Ребята, давайте прочитаем эти существительные в единственном числе и во множественном числе. Eine Morübe. Eine Morübe. Viele Morüben. Eine Tomate. Viele Tomaten. Eine Gurke. Viele Gurken. Eine Zwiebel. Viele Zwiebeln. Eine Kartoffel. Viele Kartoffeln. Здесь вы видите, что во множественном числе добавляется окончание «n». Да? Morüben, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Kartoffeln. Так, следующее. У нас был вопрос по теме, да? Was magst du? Was magst du? Что ты любишь делать? Или что ты любишь? Посмотрим с вами спряжение глагола mögen. Переводится как «любить» в настоящем времени. Спряжение глагола mögen в настоящем времени. Ich mag, du magst, er mag, sie mag, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen, sie mögen. Здесь, как я уже сказала, mögen переводится как «любить». Так, ich mag, я люблю кофе, например. Ich mag Kaffee. Du magst Kaffee. Er mag Kaffee. Sie mag Kaffee. Wir mögen Kaffee. Ihr mögt Kaffee. Sie mögen Kaffee. Und sie mögen Kaffee. Следующее.
вопрос. Was magst du? Что ты любишь? Спряжение глагола mögen мы с вами посмотрели. Вы здесь видите, что ich – это местоимение, я, mag – это от глагола mögen – любить. Я люблю. Ich mag Zwiebeln. Ich mag Gurken. Ich mag Mohrrüben. Ich mag Tomaten. Und so weiter, да? И так идет дальше. Schüler, was würdet ihr gern probieren? Was magst du? Опять же вопрос, что ты любишь? Ich mag Nesquik. Ich mag Pilz. Ich mag Kuchen. Ich mag Käse. Ich mag Kohl. Und ich mag Eis. Ich mag Zucker. Und ich mag Kaffee. Und so weiter, ja? Так, давайте с вами повторим теперь дни недели, которые мы проходили до этого. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Это вы должны сделать дома. Это будет домашнее задание. Давайте я на немецком повторю дни недели. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. То есть вы должны здесь поставить нумерации, да? Например, понедельник, как будет на немецком? Вторник, как будет? Среда, как будет? И так далее. Ребята, давайте с вами теперь составим предложение из данных слов. Мы с вами повторили дни недели. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und so weiter. Когда предлог «м» добавляется, значит, мы понимаем, что переводится как «в». В понедельник, во вторник, в среду, в четверг. Am Montag kocht meine Mutter Suppe. Am Montag kocht meine Mutter Suppe. В понедельник моя мама варит суп. Am Dienstag kocht sie Eier. Am Dienstag kocht sie Eier. Во вторник она делает яичницу. Am Mittwoch essen wir Pilze. Am Mittwoch essen wir Pilze. То есть таким образом вы должны составить из данных слов продолжение. Так, смотрите, здесь у нас глагол essen переводится как кушать. Здесь существительное das Essen переводится как еда. Вы видите, да, что еда переводится как das Essen и начинается с артикля das. Значит, это средний род. Das Essen. Das Essen. Essen – кушать. Так, смотрим следующие глаголы и следующие существительные. Laufen. Das Laufen. Значит, когда добавляются артикли и существительное начинается с большими буквами, мы понимаем, что это существительное. Вы видите, да? Laufen, das Laufen. Lernen, das Lernen.
weinen, das weinen. То есть все существительные начинаются с большими буквами, и перед существительными стоит артикли. Lachen, das Lachen. Turnen, das Turnen. Ребята, выучите эти глаголы и существительные. Also, wie war unsere Stunde? Hoffentlich interessant und produktiv. Und ich hoffe, dass wir das alles schaffen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.